Эти кадры сделаны в Гагре, на улице Саят Нава. Судебные исполнители с привлечением рабочих демонтируют самовольно построенное летнее кафе и забор. Решение по этому делу было принято Гагрским районным судом 17 мая 2019 года. Исполнительный лист выдан судом 3 марта 2020 года. Это не первый случай незаконного строительства в республике. Самовольные постройки растут как грибы после дождя. Особенно много их в курортных городах республики. Строительство идет на отдельных участках земли. Также помещения пристраиваются к многоэтажным домам. В настоящее время, у нас в производстве находится более 40 судебных решений, где указана необходимость сноса незаконно возведенных строений. Это и торговые объекты, и гостиничные комплексы, и жилые строения. Если вести, так сказать, учет по тем, что мы сделали, в этом году, например, мы снесли в Гагрском районе 3 объекта, в городе Сухом тоже 3 объекта. Это жилые были, либо гостиничные? Жилые объекты. Гостиничные, что я могу сказать, вот если вы помните, например, в позапрошлом году была построена гостиница незаконно на территории Пицунского курорта. И мы вынуждены были снести эту гостиницу. Ну и еще есть пару таких тяжелых дел, которые надо будет принимать решения по вот таким гостиничным комплексам. Прежде чем начать строительство любого объекта, необходимо получить разрешение. Для этого нужно обратиться в администрацию города или района и согласовать проект, так как он должен соответствовать всем нормам. Однако зачастую граждане обходят эту процедуру, надеясь на то, что после возведения объекта его не снесут. Если все же дело дошло до суда и вынесено решение о демонтаже, то чаще всего владельцы не спешат его выполнять. И тогда подключаются судебные исполнители. Служба судебных исполнителей Министерства юстиции была создана 4 года назад. Именно она и осуществляет принудительное исполнение судебного решения. После решения суда о сносе незаконно построенного объекта и выдаче исполнительного листа владельцу, ему дают время сроком на 5 дней на добровольный демонтаж объекта. Однако в большинстве случаев этого не происходит. И потом они обращаются в вышестоящий суд, естественно, ни первый, ни второй случай. Это всегда практика так показывает, что, мало ли, возможно, что бывают случаи, когда суд первой инстанции, может, допустил какие-то ошибки и прочее. Верховный суд рассматривает и принимает свое решение. В основном, в принципе, они соглашаются с принятым судом первой инстанции или возвращают, были такие случаи, чтобы на новое рассмотрение. В основном, в принципе, эти решения, они должны быть исполнены в первичном виде, в котором было принято судом первой инстанции. Стоит отметить, что в производстве у службы судебных исполнителей есть некоторые дела касательно выселения, которым по 20 лет. Бывает так, что судебные тяжбы тянутся десятилетиями. В работе судебных исполнителей немало случаев, когда им угрожают личной расправой и применяют насилие. Были случаи, когда, так скажем, конфликтная ситуация складывалась, например, в городе Гудаута при выселении гражданки, сейчас не буду фамилию называть, было оказано отчаянное, так скажем, физическое сопротивление. При сносе в Сухуми, незаконно возведенного строения, то же самое гражданка бросила боевую гранату в наших сотрудников, граната взорвалась. Слава Богу, что особых повреждений никто не получил. Согласно закону, служба судебных исполнителей должна состоять из 2 подразделений. Структура, обеспечивающая установленный порядок деятельности судов, и подразделение непосредственно судебных исполнителей. Однако в настоящее время из-за нехватки штатов работают только судебные исполнители, и в основном женщины. Обязательно в России, да и везде, ее сопровождать должен, сотрудник силовой структуры, экипированный, одетый в форму, и так и положено. Но у нас этого нету. У нас обычно, когда такого рода мероприятия, выселение, снос, такие какие-то силовые принудительные мероприятия, мы приглашаем сотрудников милиции, обращаемся в Министерство внутренних дел, они идут навстречу нам, помогают. Как сообщили в службе судебных исполнителей, нередки случаи, когда собственник узаконивал незаконную постройку. И наше законодательство ему это позволяет, если владелец через суд доказывает, что постройка не угрожает безопасности жителей и не нарушает архитектурный облик города.
Алика Трапшина, Алла Гухава, Абхазское телевидение.